Всем привет-привет! С вами канал Life. Это Карина и Владимир. Всем и привет. Мы всех поздравляем с новым 2021 наступившим годом. Сегодня 1 января, утро, и мы решили прогуляться по пустынным калининградским улицам. У нас минус 3 градуса. Туман. Представляете, туман был всю ночь, всю новогоднюю ночь, и в этом тумане вспыхивали салюты. Про то, что нам показали половинку Владимира Путина, вы, наверное, уже в новостях могли увидеть. Но если не видели, мы сообщаем. У нас не было боя курантов, и нам показали только половинку президента. Это теперь новость номер один. Мем номер один. Все смеются. Я записала на видео. У меня в Инстаграме есть, в сторис. Так, смотрите. Я хочу поближе показать, как иней застыл на всех этих засохших листочках, на веточках. Вот все полностью покрыто таким вот инеем. Он такой красивый. То есть видно вот эту корочку, и она вот так вот, прям вот так вот смотрится замечательно. Нам нравится. И на улице очень мало народу, магазины не работают. Тишина, но иногда ездят, конечно, автомобили, все-таки есть рабочие граждане и автобусы, но в большинстве своем очень пустынно. Вот посмотрите, очень пустынно. По той половине улицы здесь вот несколько прям машин, и туманище над миром стелится, над Калининградом. Мы вышли в город прогуляться и, если повезет, купить призы какие-то для нашего канала, для наших конкурсов. На школа Таро Альвиен канале. Исходя из того, что мы видим, скорее всего, что призы купим в другой день. Да просто пройтись по тихим каким-то пустынным улицам, потому что Калининград, вот знаете, как все равно гораздо тише, чем в обычный день, в обычное утро. Все равно людей гораздо меньше, и это прикольно, конечно. Очень прикольно, мне это нравится. Это такая сказка для нас. Еще особенно этот иней, все наледь везде. Вот. Конечно, янтарные магазины, сувениры закрыты. Вот, мы сейчас будем вот здесь переходить дорогу, да, Владимир Николаевич? Да. Самый оптимальный вариант. Вот, в общем, мы идем дальше, покажем вам какие-то интересные моменты нашей прогулки. Или работающую аптеку. И вот смотрите, тут кустик, и он весь вот в таком вот инее. Прям такой слой, видите? Это вообще здорово. А вот тут вот, это туя ведь, Вов, да? Туя с гирляндой. И она тоже покрыта вот таким вот инеем снежным. Это так классно вообще. И туман, смотрите, вот очень плохая видимость, максимум 100-200 метров. А дальше все ничего не видно. Ни родину мать нашу не видно. Ничего не видно. Торговый центр Европа так вот очертания обретает. Да, но только очертания. То есть я вот его, допустим, со своим зрением вообще не вижу. Торговый центр. Весь торговый центр скрыт туманом. Мы будем ближе подходить, конечно, будет его видно, но сейчас вот он от нас скрыт. Уже машины появляются. Я с Демидом, когда выходил гулять утром, пустынные улицы. Да. Людей практически нет. Там было пару человек, спортсменов, которые занимались. Расскажите о себе. Где вы живете? У вас какая погода? Снег лежит кучами, большими сугробами, иней там, да, снежная сказка. Или у вас дождь был ледяной. Или, может быть, какая у нас такая же погода, да? Или пальмы растут. Расскажите, как у вас погода в Новый год? Это так интересно. Вон родина мать появилась. Да. Вот кустики все. Вот тут зелененькие листочки. И все покрыты инеем. Вот это вообще интересно, да? Идем дальше. Продолжаем идти. Все закрыто. Обычно люди как снимают блоги? Открытые магазины, заходят в них. У нас нет. У нас деревья в мху, леденелые полянки, тишина, спокойствие, закрытые магазины. И тут вообще никого нет. Вон там кто-то один стоит на остановке, я еле разглядела.
А так мы одни как бы, вот здесь на Театральной. Все вокруг закрыто, манекены стоят себе. Если убрать звук машин, может даже показаться жутковатым. Потому что одинокие манекены и одинокие мы в туманном Альбионе. Да я шучу. Вот. Одинокая остановка. Одинокий киоск пресса. В общем, все закрыто. А мы идем в Тестилаб. И я надеюсь, Тестилаб открыт. Они 24 часа в сутки работают. У них круглосуточная смена. Да. Такие, знаете, деревья, такие без листьев. Вон там так вообще прям такие, они даже выглядят как снежные такие. Это же липы у нас здесь, да, растут? Липы, да, Ну и яблоньки, по-моему, какие-то еще были. Липовая аллея, там где-то затесалась яблоня. Вот она сзади. Ага. И вот это все вот такое, ну такое вот прям снежное. Снежные кустики такие. Видите? Здесь прохладнее, чем там на наших улицах, чем на Ленинском проспекте. Может быть, да, такое. Ну, идем, гуляем. Ой, как мне нравится. Здорово. Мы уже подходим к Тестилабу, и вот мы около Россельхозбанка. Тут обледенелые зеленые полянки. Этот парк, где светятся деревья, когда ночь. Ночь очень красиво. Очень красиво, да. А днем вот так. Мы уже сейчас подойдем к Тестилабу. Он работает. Вот, Он должен работать, потому что он 24/7 работает. Всегда, всегда, привсегда. Независимо ни от чего. Я надеюсь, что работникам доплачивают. помнишь, я тебе говорил вот по поводу зоопарка? Интересно, работает ли он? Вон люди стоят в очереди. А, зоопарк работает? Да. Вот видишь, как здорово, что зоопарк хотя бы работает. С детьми 1 января утром в зоопарк. Очень хорошо. Молодцы. Но там, видите, только если в помещениях ходить, а на улицу вряд ли животных большая часть не смогут. Смотрите, вот яблочки обледенели. Вот. Ну, мы готовимся к Тестилабу. Так, идем в Тестилаб. Сейчас узнаем, все ли там пусто окончательно и бесповоротно. Или еще что-то осталось. Открывай. Так. Все есть. А у них нет таких печенек, как ты в Бонвилле покупала? Сейчас я посмотрю. Булочки нет никакой без начинки. Здравствуйте. Недорогая штука. Печенек не вижу. Печенек нет. Печенек нет. И всякие сладости. Все такое, но печенек наших нет. Тогда киньте, роза. Что? Роза. Роза? Да не, пока. Я хочу в тот тогда Бонвиль зайти. В обратную сторону. Ой, как он называется? Бонвиль. Ну, Давай розу возьмем, там не было. возьми, но им нужно будет на кассе говорить. Что... А я чек возьму. Чек возьми, да. Все. Все, тогда смотрим, берем. Хорошо, узнавай. Какие всякие сладости, и всякие не сладкие даже есть. Киши. В общем, в Тестилабе можно поесть. Если что, знаете, кто в Калининграде, даже 1 января здесь можно поесть. Вышли мы из Бонвиля. И Ой, вот... из Тестилаба. Ой, из Тестилаба, я извиняюсь. Вот тут у нас реконструкция фонтана городского. Это мой любимый фонтан. Если его сделают красивым, я буду очень благодарна властям. И вот наш стадион Балтика. Пойдемте зайдем на этот стадион и посмотрим сюрпризы, которые он приготовил для людей. Сейчас мы все узнаем здесь.
Дорога очень скользкая в некоторых местах. Мы несколько раз подскальзывались. Это было так смешно, мы ржали. Сначала визжали, потом ржали. Это было весело, конечно. Каток на асфальте был. Да, прям вот обледеневший очень асфальт. И можно попасть. Так, давай здесь обойдем. Ну, давай здесь. Здесь участок для скейтов. Ух ты, какой тут... Я еще раз кустарник сниму. Это я все кусты уже поснимала, это же надо. Сейчас я и этот сниму. Но он же больно красивый. Видите? Я хочу его на фотоаппарат снять. Сделала прекрасные фотографии. Елочку сфотографировала Винни. И, естественно, этот кустарничек. А тут у нас сюрприз. Для калининградцев на стадионе есть ледовый каток. Можно кататься на коньках. Представляете, какая прелесть. Я никогда не умела кататься на коньках. И так и не научилась. Вот. В школе, когда в 1 классе нас повели на каток на стадион зимой, я вышла в коньках, как корова на льду. Села на корточки. Физрук тащил меня волоком. И после этого, ну, встать я на них точно не смогла, даже стоя. То есть я вышла, когда на коньках, я встала в сугроб, чтобы хоть как-то стоять, и стояла. Потом физрук подошел ко мне и говорит: ты должна ехать. Я говорю: как, если я из сугроба только даже выйти не могу? Он меня вытащил, я на корточке. И вот он меня волоком, а встать я не могу. И я встаю, меня сразу же бух, падаю. А люди вот умеют кататься. И очень даже красиво. Какие молодцы. Девчонки прям классно катаются так. Даже какие-то вот пытаются приемчики делать. Я бы сразу вот бахнулась, прям сразу. Смотрите, какой каточек. Здорово, он небольшой, но вот кататься можно. И даже тут есть несколько человек. Кто-то с семьей вот, видимо, пришел. Очень здорово. Ну что, пойдем? Давай. Очень классно, мне понравилось. Ну, это так романтично, прекрасно, когда люди могут кататься на коньках. Я тоже, кстати, не умею. Да. Откуда в Одессе была зима? В Одессе не было. Ты с детства просто не сталкивался с льдом. Было как-то, что шел дождь, и в это время мороз ударил очень сильный. И вся дорога обледенела. И вот мы тогда, не помню, где мы раздобыли старые коньки, которые были на 2 размера больше моей ноги. Вот мы их одевали, как-то приматывали к ногам и пытались ехать в сторону школы по дороге. Тогда же это после развала Союза только время, кто обрабатывал, тем более деревенские дороги, пусть даже это близко к городу, но все равно около 2 недель вот этот лед продержался. Я помню, как мы исхитрялись, чтобы идти по льду. Делали в баночке из-под консервы, гвоздем пробивали дырочки, создавали вот такой эффект терки, привязывали к ногам и ходили. Потому что действительно было очень скользко, и этот лед вот реально держался недели 2. И вот это вот весь мой опыт катания на коньках. Ну, еще один раз было, что мы на обледеневшую реку вышли. Один раз я встал, понимая, что это не мое, и отбросил коньки, говорят. Ну, не в переносном, а в прямом смысле отбросил коньки. Пишите про себя истории про коньки. Или умеете ли вы, не умеете кататься. Как давно вы катались на коньках? Может, это было только вчера или вообще сегодня. А может быть, просто прошло много лет, но вы умеете на них стоять. Рассказывайте. Это очень интересно для нас. А мы идем дальше. Мы в торговом центре Европы. Сейчас хотим посмотреть, что тут работает. Потому что тут как-то темно. Ага, вот стоит охранник. Только в кинотеатр, видимо, или наверх вход куда-то. Вот, и мы пойдем в Бонвиль. Есть печеньки. Ура!
Все есть. И клубника. Даже клубника есть. Ты возьми, сходи печенье, пожалуйста. Хорошо. Пока не расхватали. Ничего больше, я просто сейчас тут похожу с камерой. Протеиновые батончики, кстати, здесь недорогие. Тоже протеиновый, дорогой. Муж любит такие батончики. Такие вот. Вов, смотри. Да, и недорогие. Ждем свою очередь. Мы в тихом буквоеде. Где только мы. И что, блокнотик? Камера не захватила? Нет, все хорошо. Все хорошо? Тетрадочки. Мне очень нравятся всякие блокнотики, записные книжки. Вот сейчас такие пошли. Вообще очень хорошие, конечно. Такая стоит 702 рубля. Розовая есть. Красивые, конечно, очень. И вот такие тоже хорошие. Блокнотик прикольный. Мне понравилось. Ну-ка. А что там, химия? Адреналин. А, гормоны расписаны. Химия счастья. Да. Угу, прикольно. Простенький, желтый. 149 рублей стоит. Я лучше себе возьму, как записная книжка рабочая. У меня же заканчивается годовой этот. А, ну хорошо. Так. Вот это вот куриный бульон для души. Вот многие прям рекламируют. Разные истории. Ага. Интересно. И тут все в этом курином бульоне. Вы посмотрите только их сколько. 101 лучшая история. Тут со счастливым концом. Всякие. Ну, прикольно. Идеи тут классные. Возьмем? А, хочешь? Ну давай. Да. 378. Так. Человек-паук. Кто про что, вшивый про баню. Вот. Золоченое таро. Борис Моносов, русское таро. У меня все это есть. Так. Гуд таро у меня тоже есть. Послание стихий есть. Золотое универсальное нету. Таро то-то давно хочу купить. Шепса и Киро есть. Метафорические карты есть. Оракул рун есть. Ангельской терапии нет. Так, что еще? Ух ты. Классическая колода Ленорман. Комплект книга плюс карта. Интересно. Но у меня все это есть. Повседневное таро ведьмы есть. Дико неизвестное есть. Так.
Таро Ориши есть. Вашо Дзен Таро есть. Так, Психотаро есть. Ленорман легко. Так, викторианская есть. Оракул шамана мистика есть. Так, тут у нас Наталья Степанова. Новые карты вышли Натальи Степановой. Помощь 4 стихий. Я обязательно закажу в лабиринте. Так, Таро Архангелов. Таро скрытой реальности есть. Юлия Столярова. Метафорические карты для исполнения желаний есть. Таро в стране чудес, конечно, есть. Мы с вами недавно на них делали расклад. Серебряный оракул Ленорман есть. Ленорман в винтажном стиле есть. Таро Союз богинь есть. Так, тут что? Так. Магия наслаждения есть. Висконти нету. Очень давно хочу его купить. Так, тут что? Оракул Ленорман Артем есть. Черный гримуар есть. Золотого Марсельского у меня нет. Антитаро мистера Фримана, конечно, есть. Надо будет его применить. Я уже даже наметила, какие колоды давно не брала в руки, чтобы делать общие расклады. У нас их больше сотни, да? Нет, у нас их почти 200. Больше сотни. Нет, дорогой, их уже почти 200. Я просто на вес их помню. Ага. Да, падает все. Когда все падает, это просто падает комод. У нас комод, они в комоде лежат, карты. И если открыть 2 ящика верхних, комод перевешивает вперед, и все падает. То есть именно вот так все происходит. Подожди, я одну книгу ищу. Вот если вы начинаете гадать, что вам нужно купить, давайте я объясню. Вернемся к этой полке. Вот смотрите, чтобы именно начать, да, нужно обязательно купить классическую колоду Райдера Уэйта. Это обязательно. Так, вот тут есть Таро судьбы, а нам нужна классика. Где же она? Стоит здесь. Вот, нет, тоже нет. Вот золотую универсальную тоже можно брать. А вот Таро Райдера Уэйта. Вот можно брать любую классическую вот такую колоду, да. И если вы хотите еще и Ленорман вы можете брать любую, абсолютно колоду, любую. Лучше на русском языке. То есть это вот Артем, серебряный оракул, в винтажном стиле колода. И вам нужны книги, естественно, чтобы выучить. Так, сейчас мы с вами их поищем. Вов, ты не видел книги по Таро, где стоят здесь? Проверь. Уверен? Да, там Ленорман был. Так, вот, кстати, недавно брала вот такую книгу Гринвич, очень хорошая книга. Не могу сказать, что она слишком информативная, но неплохая. Так, карты. Карты. Вот, смотрите. Что у нас тут есть? Есть вот такое вот руководство по Ленорман. Ну-ка, давайте откроем книгу. Я посмотрю, как она устроена. Видите? Так, контекстное значение. В принципе, такую можно читать. Но у меня книга, как сказать, незаменимая. Вот она. Вот это самая лучшая книга по Ленорман. Это лучше этой книги просто не придумаешь. Если вы хотите заниматься Ленорман и Таро, да, нужно вот эту книгу обязательно купить. И колоду любую. Лучше, чтобы было по-русски написано. Те, кто английский знает, в принципе, не будут сильно, мучиться. Так,
Остальные вам пока не нужны книги вообще. Таро. Давайте посмотрим, что тут есть. Так. Так. Вам нужно Таро именно полное руководство. То есть, ну как сказать... Нет, это не подходит. Сейчас мы с вами подберем книгу, которая бы вам действительно могла подойти, потому что не каждая книга по Таро, не каждая может подойти. Нет, вот это тоже не подходит. Фигня вообще. Так. Вечерний чай при свечах. Открываем. Паш кубков, например, да? Оп. Нет. Вот есть такой сайт по Таро. Он называется Таро ЛВ. Там, конечно, вам бы читать и читать. Это заклинание. Заклинание — это именно магию, ритуалы на Таро проводить. Если вы еще Таро не знаете, у вас не выйдет. Так, ну-ка. Вот есть издательство «Весь». Таро ясно и просто. Сейчас подберем книжечку. Так, двойка пентаклей. Нашел эту книгу, которую хочу купить. Она, конечно, немножко дорогая. Нет, тоже не подходит. Вот по Таро очень сложно, конечно, находить, честно говорю. Так. Какой-то выбор тут, конечно. Ну-ка, это у нас есть книга? Ну-ка, открой. Есть у нас давно. Мне просто... Нет, это читалки. Стой. Замяли. Так. Это сочеталки, но они Сюда не ставь. очень, их нужно перерабатывать. Не, они не подходят. Очень слабенькая книга. Очень слабая книга, вот это да. Так, что у нас еще тут есть? Полное руководство. О, это тоже издательство, что и моя Ленорман, да? Похоже на то. Так, смотрим. Справедливость. Так. Помогу? Да, вот такое вы можете брать. Уже более-менее книжечка, кстати. 719 рублей. Константин Лавон, Нина Фролова. И полное руководство по чтению карт и предсказательной практики. В принципе, неплохая вот эта книга. Вот. Давай я положу. Той книги, которая у меня, ее здесь просто нет. Но, в принципе, вот можно что-то найти в магазине, да, просто лучше руководствоваться какими-то советами, вот моими, допустим. Потому что не каждая книга вам предоставит информацию. Некоторые книги вообще ерунда. И все. Вот берете эти две колоды, лучше как бы по классике, и начинаете учить. А потом уже переходите к следующим колодам. Ну, мы пошли на кассу. Мы зашли в магазин, купили кое-что для Максима приятное. И возле почты свернули к своему дому. И представляете, тут вот очень долго, около года, что ли, шли работы. Они еще не до конца завершены. Да, с весны прям шли работы. И вот, видите, сделали как фонари установили, дорогу открыли. Там вот тренажеры будут. Вот так облагородили. Это возле улицы Черняховского. Вот. Но мы... Ух ты, они еще светятся? Да. Представь в темноте, как красиво светится. Вот светится вот тут сделали. И вот представляете, теперь наконец-то мы можем ходить напрямую. Нам приходилось обходить километр с лишним вокруг, чтобы дойти до своего дома. Сейчас мы 3 минуты и домой. Здорово вообще. Очень рада. И причем вот это единственная дорога, которая соединяет нас с рынком. Или нам приходится обходить. Причем обходить тоже 1,5 километра получается. Если же мы идем здесь, это 3 минуты до рынка. Все. Здорово. Очень рада. Ну, наша прогулка завершается. Всем
большого счастья, любви, процветания и, главное, здоровья в 2021 году. Это очень-очень важно, быть здоровыми. И от этого будет у вас счастье. Всем пока, до новых встреч. Пишите комментарии.